В непростых условиях для современной экономики США тратят колоссальные средства на реализацию проектов по спасению экономики, а в Великобритании тратятся миллиарды долларов на ускорение роста, хотя правительство намерено меньше залезать в долги. Правильно ли это? После кризиса 2008 года казалось, что в мире не хватает наличных. Но правительство не сокращало расходы, а тратили еще больше, огромные суммы, которых у них не было. Зачем? Все началось с выдающихся идей британского ученого Джона Мейнарда Кейнса. Кейнсианство возникло как реакция на неспособность неоклассической теории дать ответ на вопросы о причинах циклического кризиса и о путях стабилизации экономики. Начало радикальных взглядов Кейнса было положено после Первой мировой войны. В 1919 году он принял участие в Парижской конференции, на которой был подписан Версальский мирный договор. Кейнс выступил с резкой критикой этого договора, считая непомерные репрессионные требования к Германии и ложную экономическую блокаду к Советской России. Обременительность и унизительность положения побежденной Германии в послевоенном экономическом устройстве мира Кейнс считал ошибочным и угрожающим будущим. Не получив понимания, он в знак протеста снял с себя полномочия участника конференции и покинул ее. Главным этапом формирования кейнсианской теории стал кризис 1929-1933 годов. Попадание мировой экономики в 1929 году в фазу циклического спада, а также финансовый крах 1931 года нуждались в радикальных изменениях в экономической политике государств. Сочетание научной работы и практической деятельности позволило Кейнсу углубить собственное представление о невозможности саморегулирования экономики и усилению роли государства в экономических процессах. Вслед за рядом статей и памфлетов на эту тему в 1936 году выходит главный труд Джона Мейнарда Кейнса «Общая теория занятости, процента и денег». Она не только принесла автору мировое признание, но и стала поворотным пунктом всей экономической науки XX века.